На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Завершилась рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжаня в Российскую Федерацию, сообщается на сайте главы государства. Аслан Бжаня провел ряд встреч в администрации президента Российской Федерации, Совете Безопасности и в правительстве Москвы. В ходе встречи обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества. По окончании парламентских каникул депутаты Народного собрания Абхазии приступили к своей работе в рамках осенней сессии, сообщает пресс-служба парламента. 14 сентября состоялось еженедельное рабочее совещание, которое провел спикер Валерий Кварча. Перед началом работы парламентарии минутой молчания почтили память ушедшего из жизни старейшего сотрудника аппарата Народного собрания Юрия Латария. В совещании принял участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он рассказал парламентариям о текущем состоянии финансовой системы республики и о задачах министерства на ближайшее время. Депутаты также обсудили планы предстоящей деятельности, в том числе вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на ближайших заседаниях сессии. Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные итоги повторных выборов депутата Народного собрания по Бзыбскому избирательному округу номер 10, которые прошли 13 сентября. Избранным депутатом считается Тимур Бея, набравший 54,6% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. На основании представленных протоколов окружных и участковых комиссий победителем по избирательному округу номер 10, Бзыбскому избирательному округу номер 10, с результатом 54,6% голосов, принявших участие в голосовании, считается Бея Тимур Абисаломович, набравший 1561 голос от числа принявших участие в голосовании. Приняло участие в голосовании 2859 человек. Списочный состав по данному избирательному округу составлял 5136 человек. Вот официальное заявление, которое мы намерены были сделать, мы его проводим в соответствии с действующим законодательством. Что касается окончательной регистрации, на ближайший четверг намечено заседание, будет осуществлена процедура регистрации теперь уже депутата парламента Народного собрания Республики Абхазия Бея Тимура Абисаломовича. Никаких заявлений о нарушении, каких-то жалоб не поступало, как в окружную, так и в Центральную избирательную комиссию. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с 55-летием. Народ Абхазии всегда с большой благодарностью будет помнить ваш личный вклад в признание независимости нашей республики Российской Федерации. Историческое решение, принятое вами 26 августа 2008 года, открыло новую страницу во взаимоотношениях наших стран. Подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией заложило крепкий фундамент для формирования правовой базы двухсторонних отношений, отмечается в частности в поздравлении президента. С юбилеем Дмитрия Медведева поздравил и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Глава правительства выразил уверенность, что заложенные Дмитрием Медведевым основы современных союзнических отношений между Россией и Абхазией всецело отвечают взаимным стратегическим интересам и будут неуклонно развиваться. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 90 граждан. Диагноз COVID-19 подтверждено у 18 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 65 человек. Из них 62 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 8 человек. Средней степени тяжести 19 пациентов. Переведены на лечение в Сочи и Дагомыс 2 гражданина. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 674. Из них 186 пациентов выздоровели. 6 летальных случаев. 14 сентября из-за перегрузки линии вышел из строя номер 222 56 41, по которому граждане
получали информацию по отрицательным анализам по ПЦР-диагностике. Идут ремонтные работы. В ближайшее время связь восстановится. 15 сентября информация по отрицательным результатам будет передана через мобильных операторов путем обзвона по предоставленным сотовым телефонам. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, лаборатория по забору биоматериала на коронавирусную инфекцию продолжает работу на базе городской клинической больницы до 18 сентября. Позже она будет переведена на территорию Сухумской инфекционной больницы, о чем будет сообщено дополнительно. В эти сложные дни, связанные с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии, на передовой борьбы за здоровье пациентов находятся врачи. И именно медики, как никто другой, понимают необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер. Как известно, дети не входят в группу риска COVID-19. Однако их инфицирование также несет ряд определенных угроз. Об этом рассказывает заведующая педиатрическим отделением Республиканской детской больницы Марина Гекия. К сожалению, очень часто появились случаи коронавирусной инфекции и среди детского населения нашей республики. Меня это больше касается, так как я педиатр. Чаще всего это дети, которые заболевают от взрослых, да, то есть это семейные случаи. Ношение масок – это принципиально важно на сегодняшний день. Маска является одним из защитных моментов, которое предупреждает в какой-то степени распространение коронавирусной инфекции. Всем известное нам соблюдение условий гигиены – это мытье рук, так как руки также являются источником распространения инфекции. Когда мы пытаемся руками дотронуться до глаза или до слизистой рта, мы тем самым способствуем проникновению этого вируса в наш организм. Родители должны более ответственно относиться к состоянию своих детей и состоянию окружающих, как говорится. То есть если мама заметила, что ее ребенок как-то не так себя чувствует, появились какие-то легкие проявления вирусной инфекции, появился какой-то насморк, кашель, подъем температуры, то есть мама не должна отправлять этого ребенка ни в школу, ни в детские сады. Многие люди стали скрывать или как-то стесняться данного состояния. Стесняться ни в коем случае нельзя. И ни в коем случае скрывать нельзя. Тем самым мы просто наносим вред, или вы наносите вред всем окружающим. На каждом участке есть педиатр, с которым можно в любое время суток связаться, получить необходимую информацию. И доктор разъяснит ситуацию, то есть что нужно сделать поэтапно, как провести данное состояние ребенка. При возникновении каких-то сомнений в плане того, что, возможно, это коронавирусная инфекция, то есть был, допустим, контакт, кто-то из близких родственников, из соседей с положительным диагнозом, и был контакт с этим человеком, в первую очередь нужно по телефону сообщить. Ни в коем случае приходить в больницу нельзя, так как здесь мы можем создать условия для распространения этой вирусной инфекции в стационаре. В этом случае нужно дистанционно, вам ваш участковый педиатр сообщит, куда нужно обратиться, где нужно будет сдать этот анализ, дождаться результата и дальше уже проводить соответствующее лечение. Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают профилактические рейдовые мероприятия с целью обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Смотрите материал пресс-службы МВД. В результате ежесуточной профилактической работы подразделениями Министерства внутренних дел с целью обеспечения общественной безопасности и правопорядка за прошедшие выходные дни с 7 по 13 сентября текущего года выявлено 1200 нарушений в области дорожного движения. 72 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии. За незаконное потребление наркотических веществ, а равно отказ от медицинского освидетельствования задержаны 7 граждан. По линии участковых уполномоченных составлено 39 административных протоколов. С детальной информацией об административных правонарушениях можно ознакомиться на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Абхазия.
Проблемы традиционной художественной культуры горских народов. Военная героическая тематика в этническом искусстве. Под таким названием в Сухуми открылся международный научно-практический форум. Мероприятие объединило научные институты разных городов и стран – России, Украины, Узбекистана, Южной Осетии. Организаторами форума выступили Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гуля и Российский институт истории искусств. Эсма Голандзе о первом дне работы научного форума. История горских народов хранит немало войн и вооруженных конфликтов. Абхазо-адыгские, аланские, тюркские, славянские, романские и другие народы Евразии создали уникальную воинскую культуру, определявшую их самобытность и ментальность. Важнейшими составляющими этой культуры были музыка, театр, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Каждый из выступавших на научном форуме затрагивал в своем докладе ту или иную область. Российский композитор и искусствовед Игорь Мациевский уже много лет исследует традиции применения различных этнических инструментов. Люди осознавали огромное воздействие инструментальной музыки на людей окружающих. Известно, что, например, у абхазов, извините, что я абхазский пример в Абхазии привожу, но у абхазов под игру на черпыне, это очень интересно, есть под эту музыку на черпыне, на открытой флейтой с тремя шестью отверстиями, скот лучше пасется. Лучше получается, когда именно он есть. Более того, рассказывают, что когда вместо открытой флейты вставляли свисток, легче играть. Звучали очерпыны в доме покойника. В том числе в жанре песен, которые пели 3-4 певца, да, аккомпанируя себе на инструменте. Еще верили, играли у больного в Абхазии, и играли на абхерце, смычковый инструмент, веря, что силой его звучания будут отогнаны злые духи. Археолог Олег Бгашба рассказал о своем открытии, сделанном еще в 70-е годы. Абхазские дамасские мечи, относящиеся к 3-4 векам нашей эры. Технология изготовления таких мечей была уникальной, а само оружие практически бесценным. Вот эта сердцевина сплетенная была сплетена из железа с помощью и с этими закаленными стальными полосами. А на сплетенную вот эту девичью косу, вот эту основу, еще наваривались лезвия. Лезвия закаленные, резко закаленные лезвия, как бритва. Важно отметить то, что температура плавления, каления стали и железа различные. Поэтому нужно было мгновенно их сварить. Директор Абеги Арда Ашуба в своем докладе «Традиционное музыкальное искусство как метод воспитания у абхазов» рассказал, как детей в Абхазии с раннего детства приобщали к обычаям и истокам народного искусства. Война войной, но всегда были мудрые люди, всегда создавали, сохраняли искусство. Не только умели воевать, но умели сохранять свою идентичность. По большому счету и моя тема близко к этому, не имея в Абхазии ни музыкального института и училища, как в наше время умели воспитывать детей в духе Апсвара. Сегодня мы имеем то, что мы сохранили, народное песнопение и прочее, это все это вот та школа, которая была создана в то время. Форум, посвященный военной тематике в этническом искусстве горских народов, продлится 8 дней и завершится 21 сентября. Эсма Голандзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Благотворительный фонд «Доброе дело» начал сбор средств на лечение годовалого Ираста Гамге и 12-летней Амины Квикискири, которые нуждаются в срочном дорогостоящем лечении и операции. Репортаж Али Китрапш. Этот маленький жизнерадостный малыш годовалый Ираст Гамге. Глядя на него, сразу и не скажешь, что у ребенка есть недуг. В 4 месяца у Ираста поднялась высокая температура. Врачи поставили диагноз – острый пилонефрит правой почки. Родители малыша обратились за помощью в Минздрав республики, а те, в свою очередь, связались с краснодарскими медиками. Как оказалось, в Краснодарской клинике нет необходимого оборудования для проведения сложной операции. Помочь малышу могут в Москве. Однако семья ребенка не располагает необходимыми на операцию средствами. Поэтому они обратились за помощью в благотворительный фонд «Доброе дело». Мы обратились в благотворительный фонд «Доброе дело». Я очень благодарна буду, если они
вот примут нас. Сразу же после обращения родителей Ираста Гамге в фонд «Доброе дело» сотрудники фонда связались с медиками ведущих клиник Москвы. И в одной из них малыша уже ждут. Они обратились где-то 3-4 дня тому назад. Мы сразу же дали запрос. Положительный ответ, что ждут ребенка в любое время. Как мы подготовимся финансово, благодаря наших граждан. Всегда все помогают, активно помогают. Мы приблизительно спросили, где-то 670 тысяч сядет операция. Но пока они не сделают смету и не подобьют счет, они точно не могут сказать. Еще одна подопечная благотворительного фонда «Доброе дело» 12-летняя Амина Квиквискири из Ачамчиры. 3 года назад с девочкой произошел несчастный случай. Во время игры ребенку попали в глаз палкой. В ту же ночь семья вывезла Амину за пределы Абхазии. Девочке сделали операцию, но сохранить зрение не удалось. Делали все, что нам говорили, и лекарства, и все, но толку я ничего не вижу там. Они говорят, что зрения нету. Но как мы в Сухуми обратились, у нее дважды сосуды лопались. Мы обращались в Сухуми, и они, там девочка из Сирии, я не знаю, как ее сейчас зовут точно, она говорит, глаз, говорит, не мертвый. Может, говорит, восстановиться. 3 года, когда глаз не видит полностью, не знаю, солнце вижу, говорит тогда, может, что-то будет. Когда у семьи появилась маленькая надежда, что зрение Амины можно восстановить, они тут же стали искать возможность вывести ребенка на операцию и обратились за помощью в фонд «Доброе дело». Мы отправили все необходимые документы в клинику Кемкольца. Если там получили ответ, в течение 10 дней они должны будут выехать туда. Вот сейчас еще раз хочу выразить всем, кто помогает нам, огромное спасибо, большую благодарность. Вот сейчас хотим объявить сборы, и финансово как чуть мы будем готовы, мы уже смело можем их отправить. Но в течение 10 дней их ждут там уже в клинике. Чтобы помочь собрать средства на лечение и операцию годовалого Ираста Гамге и 12-летней Амины Квиквискири, нужно всего лишь отправить СМС со словом «Помощь» на короткий номер 5511. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. Вы также можете перечислить деньги на карты Сбербанка, Альфа-банка и на Киви кошелек, номера которых видите на экране. Только сообща, проявив чуткость и милосердие, мы сможем помочь Амине Квиквискири и Ирасту Гамге поправить здоровье. Алика Трапштамас Чиковани, Абхазское телевидение. 8-й молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» пройдет 25 сентября в Национальной библиотеке имени Папаскир. Фестиваль представит работу 7 тематических площадок. Зрители фестиваля смогут увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертную программу с участием детских и молодежных творческих коллективов. Наталья Симоня заняла 1-е и 2-е место в маршруте Гран-при всероссийских соревнований по конкуру с высотой препятствий 135 сантиметров, сообщает пресс-служба Госкомспорта Абхазии. Соревнования проходили с 10 по 13 сентября в Москве в конно-спортивном клубе «Отрада». А 19 сентября на Бзыбском ипподроме состоится республиканский турнир по конному спорту на Кубок президента Республики Абхазия. Призовой фонд турнира составляет около 1 миллиона рублей. В программе турнира 7 забегов на разные дистанции. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание.